Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Уже завтра в столице республики ожидается одно из главных спортивных событий. Третий чемпионат мира по масс-рестлингу. Якутия встречает более 40 стран мира и континентов. И сегодня в нашей студии гостят, рада представить вам руководителя ассоциации Сахада Спорт, председателя Конституционного суда Республики Александра Кимкимена, а также спортсмена из Уругвая, это Гонсалес Мартинес Родриго Фабиан. Помогает нам общаться уже знакомая вам Дарья Булахова. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Александр Николаевич, известно, да, все мы знаем, что мастарды – это наш национальный вид спорта. Если обратиться немного к его истории и как он развивался. Ну, конечно, игры наших предков – это большой дар для нас, и мы очень гордимся тем, что привнесли их в 21 век и превратили в такой вид спорта, который уже пользуется мировой популярностью. И, конечно же, это инструмент для здорового образа жизни. И самое главное, я хотел бы подчеркнуть, что масс-рестлинг очень зрелищный, и мы соблюдаем принципы гендерного равенства. Вот почему у масс-рестлинга есть большие перспективы. Сахада Спорт была образована в 1992 году, а в 1996 году была образована Федерация Мастарды, которую возглавил Александр Константинович Акимов. В 2002 году мы создали уже Всероссийскую Федерацию масс-рестлинга, а в 2012 году уже Международную Федерацию масс-рестлинга. Хотел бы отметить, что в 2010 году между Ассоциацией Сахада Спорт и Международной Федерацией борьбы было заключено соглашение, и мы развивались под флагом ФИЛА, что нам дало очень хороший старт. А сегодня уже в составе Международной Федерации масс-рестлинга 47 стран со всех 5 континентов. И мы, конечно же, рады тому, что сегодня на чемпионат мира съехалось порядка 40 стран, и это очень сильные спортсмены, и будет очень хорошая конкурентная борьба. И я приглашаю всех зрителей в наш спорткомплекс «Триумф», чтобы поболеть за сборную России, ну и посмотреть на зарубежных силачей. Спасибо большое. Вопрос к Родриго. Как встретила якутская земля спортсменов? Rodrigo, question for you. And how did Yakutsk welcome you? How did you like it? Well, Yakut is a very incredible city. It's my first time here, and very nice people, very nice place. Это первый визит Родриго в Якутск. Говорит, что город просто невероятный, очень интересный, ему очень тут нравится, особенно радушные, доброжелательные люди. Спасибо. Ну, как шла подготовка к чемпионату? And how did you prepare for this championship? Well, I've been prepared with my team in Uruguay, and this is my second World Championship, and I am ready for this competition. Он готовился со своей командой в Уругвае, и это уже его второй чемпионат по счету, а также он говорил, что участвовал в играх кочевников, который проводился в Кыргызстане. Ну, я не могу не спросить, что он держит в руках, что за чашка, трубка. What are you holding? This is our traditional drink. It's mate. Традиционный напиток, да? Да, это традиционный напиток, чай, мате. Mate. Мате. То есть с него начинается утро у спортсмена, да? Да, и они пьют его в течение дня с друзьями, с родными, со всеми коллегами. Ух ты, здорово, интересно. Интересно, почему Родриго выбрал именно масс-рестлинг и как он узнал о данном виде спорта? Rodrigo, how did you come to mass wrestling? Why did you choose this kind of sport? Well, I learned this sport in Brazil with Vilmar Oliveira. He is the vice president of South America, and it's a very different sport, different culture, like in our countries. But I really love who practice this sport. Really love this sport. Конечно, это совершенно другой вид спорта, незнакомый и очень интересный. Это очень такое искусство, можно сказать. И он познакомился с масс-рестлингом в Бразилии.
Что ж, огромное вам спасибо, уважаемые гости, за то, что посетили нашу студию. Я желаю вам удачи, конечно же, Родриго. Хорошего дня вам сегодня. И, дорогие телезрители, хочу напомнить, что на нашем канале вы можете смотреть трансляции, игры, и самые интересные схватки в прямом эфире и в наших выпусках передач.